друзья, мы ловим, увидели плотву с утра. Под нами меляк, поэтому шепотом разговариваем. Вот. Данил говорит, ему уж надоело окуней ловить, он хочет плотву ловить. Уже все руки исколоты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что это происходит? А что это? Кто это сделал? Кто это плавает? Кто это там плавает? А я, друзья, буду шуметь и готовить завтрак. Ну, вообще, друзья, сегодня планы такие, что сейчас должны приехать жители поселка. Сегодня они хотят здесь проверять сети, проводить какие-то соревнования. И поэтому мы сегодня присоединимся к ним, если нас пригласят. Вот. Пока. Утром где-то ближе к 8, да? Сейчас же 8 уже, да? К 8 проехали снегоходы. Яныч с Дмитриевичем проехали в сторону этого, туда полярного круга. Они там в основном рыбачат. Вот. Вперед навстречу приключениям. Так, утром вот кофе надо травиться. Ударить по организму, как говорится. Кулаком бодрости? Да. Можно другую удочку сделать под этот. Угу. Что, поклевка? Да. Сегодня отличный клев по прогнозу. Угу. Опа! Плотвень. Наверное. Красотка. Ну, искусственный, да? Да. Молодец. Вот, видишь, календарь-то не врет никогда. Клев потихоньку начинается. На завтрак у нас шикарная плотва, жареная. Вчера вечером пожарили. Эту сожрали, еще одна пришла. Да. Вечером закормили лунки. И утром. Короче, здесь на озере странно. Рыба ночью перестает клевать полностью. Не как на реке. То есть плотва ночью не питается. Вот. Да, вот такое утро. Не, я такой, куда камеру повернуть, везде желтый снег, елки. Снимать будем сегодня рыбалку на спиннинг. Вчера съездил за балансирами, за вибами, за различными. Вот, сегодня выходной, сегодня рыбаков просто пресс на озере. И они продолжают прибывать. Зеленых, ну как, небесных людей становится все больше. Вот. Давайте, вчера сделал вот такую оснастку, смотрите. Вот такая вот штука. Прикольная, кстати, сейчас я вам покажу, в чем ее прикол. Вот, Данила подглядел эти дни. У него работает в основном вот такая вот. Вот такой вот вибик. То есть, ну, балансирчик в такой раскраске именно. И сейчас я пробурился здесь лунку возле палатки. Сразу здесь сейчас начнем дубасево. Опа. Ну-ка. Есть тут рыбка или нет? Давайте.
Да, да. Насадить-то нельзя. А? Сядем. Сядем? Итак, друзья, утро у нас начинается интересно. Нас пригласили местные рыбаки на проверку сеток. И сейчас будет контент. Мы как бы, ну, они уже все тут подготовили. И мы будем просто свидетелями проверки сеток на ценную рыбу пелить. Ну и вообще, что попадется. Сети у нас, напоминаю, в Якутии разрешены на законодательном уровне, поэтому это не браконьерство, друзья. Вот. Данил хоть присутствует. Посмотрю, как это Да, происходит. сейчас я ему быстро объясню принцип, как сети устанавливаются. И Сейчас я луночку рядом пробурю, пока буду ну, что-нибудь здесь подергивать. смысла нету. Во-первых, здесь глубина 16 метров. Может, как здесь мы с тобой какой-нибудь акула есть. замеряли. Вот. А мы, ребят, сидели на 9 метрах. И ничего не поймали. Хотя эту, вот, ну, мы ходили, измеряли холодным, да? Вот эту глубину мы нашли как бы здесь. И сейчас проверим, чего же мы все-таки лишились, когда уехали отсюда. Может, здесь глубоководная щука есть какая-нибудь. Да. Прорубается прорубь, ну, допустим, да? Сюда загоняется длинная жердина, даже длинная жердина, чтобы другой конец ее был, ну, доходил до туда. И там тоже прорубаешь, ты палку просовываешь подо льдом, она же как, ну, она же... Протягиваешь. Да? И протягиваешь именно этот прогон, ну, веревка такая называется, прогон. Она как иголка, принцип иголки с ниткой. Она сверху снизу проходит или только снизу? Не, только снизу, Ага, только ага. снизу проходит. А, и ее как-то фиксируют палочкой, да, вот сверху? Как, что фиксирует? Ну, чтобы она висела. А, она на дне же, да? Кто? Веревка? Да-да-да. Она на дно все опускается же сеть. Сеть опускается на дно. Нет, прежде чем опустить сеть, тебе нужно сначала, ну, веревку протянуть, Я понял, понимаешь? чтобы Да. А вот чтобы ее протянуть, используют специальная, ну, палка длинная такая, жерть. Жерть. Она как игла идет подо льдом вот так вот. И потом ты там ее вытаскиваешь с той стороны. Ну, это на длину твоей сетки. А потом уже веревкой протягиваешь всю сеть, ну, по дну. И все, вот весь принцип. Ничего сложного. Так. Врубился. Ну. А сеть, она с грузиками, да, чтобы она висела? Да, у сети у самой уже есть конструктивно груза. Вот. Вот смотри, сейчас начинают вытаскивать. Веревка тоже в руку происходит, да? Не. Чувствуешь, что там кто-то бьет. Нет, здесь не так совсем. Вот смотри. Здесь привязано 2 сетки вот на одной. Так. Что еще, какие тут особенности? Что можно поймать на сети, а? Расскажите, ребят. Какая рыба может попасться? Посмотрим. Сами еще не знаете. Первый раз, да, проверяете? Щука, да, там, наверное? Ну, щука есть. Пелить есть. Окунь пелить. А чир есть? Чир. Да не знаю. Ну, бывает здесь чир, да? Говорят. Говорят, бывает, да? То есть, О, пошел процесс. Сейчас что-то будет. Вот, смотри, якоря, вот, видишь, на сети. Всё, понял. То есть, там есть свои родные вот заводы, да, вот эти. Ага. А есть Здесь вот нет еще таких вот? огруживают. Не, нет. Есть. В смысле, дополнительные. Другие есть там. Понял. Пока ничего нет. Вот такие грузи. Хорошо идет. Рыба нету. О, подсыпал. Рыба, ты чё? А сколько дней стояла сетка? Ух ты! О, Рыба? Пелить. Ну ладно. Красотка. вот смотри, какая пелень. Вот.
Какая красивая рыба. Да, ты представляешь, такую поймаешь на этот, на... А пустами она не пахнет. О, еще. Она же говорит, смотри, вон еще. Все на дне. Видите, да? супер. Все по дну ходит, ага. Красивая рыбка, а? Ты посмотрел, да, у нее какой этот рот? Нормальный рот, как у тебя, Смотри, ну нормальный, да, она может Кусига, спокойно балансир взять, может да. быть. Еще. Ух ты. Ух ты! Вот она запуталась, Это большая. же другой, наверное. Чир. А? Чир. Это чир? Баранатта. Чир баханата, Сейчас взвесим, интересно, какой весит. А у тебя весы с собой, да? Да. Ну, я думаю, такая она, кило 800 может. Ну. Такая плотная, такая. Вот тебе барит. Класс. Антак касата деринга. Деринги это де? А то вот. Картык деринги это, да. Хамы деринги это вот олд ты было. Такую поймать на эту, на Или все деринги это, да? Да-да, интересно таких ловить, ага, на мормышке. Класс. Они уже устали, вот, даже не дергаются. Супер. Еще. Ух ты. Вот. С той стороны надо. Еще одна рыба. А. На маленький балансирчик попробуй. Если бы она скрыла боксом, Стопудняк. Думаешь? Они сейчас перед икрометом как бы готовятся к икромету. Ну, Они- она может быть такая агрессивная, бросаться на тех, кто хочет. Она после игромета такая становится. Когда икру Она, это если будет, ну, икру метать, значит она будет, ну, как бы охранять ее, чтобы ее никто... охраняет, вот, да. Ну, вот маленькие рыбки-то жрут икру. А Да. Второй раз, да? О, еще один. вообще класс, смотри какой. Мы же сегодня календарь посмотрели, там отличный клев на. Да. Вот тебе, пожалуйста, вот. Только мы не на те снасти ловим. Все. Да, удочка такая должна быть. Вот такая удочка нужна. Косынку вниз О, опускаешь. еще есть. Ух ты. Вот такая мерная, да, вся? О, Одинаковый размер почти у всех. да. Глаза Всё, большие у этой всё. рыбы. Ну реально, О, красота. фига, да, похоже? Да, давай взвесим самую крупную. До конца посмотрим, или все уже? Все уже? Вытащили, да? Сейчас здесь. Да. Самый Я как будто хмель. Ага. Почти 1,5 кг. Ну, 1,5 кг, Вот можно такая сказать, пиль. грубо. Интересно, там икра в ней есть? Да. У них какая икра вообще? Обычная, серая какая-то? Не, красная, ну как? Ну, как обычная рыба, вот красная икра. ну она не мелкая, наверное, да? Ну да, уже крупнозернистая. Уже, да. Почти перед икрометом. Кило 300. Кило 250, да. Кило 250, ну. Класс. Вон та самая крупная вот. Вот такая пелить. Ну, здесь уже, видите, вот помельче, но все равно. О, нас угощают, сейчас мясом угостят. О, сумы пакеты, горду. Да, возьмем с собой. Так, пакетик положат чуть-чуть. А лось осенний, да? Лось осенний, ага. Я еще оладушку съем. С салом.
Ты не будешь? Все, не, приятного аппетита. Спасибо. Ну, для меня уже 50 кровь там. Ну, ёкаль. Да не бабу. Петарды. Везде кухо тоже. Да. Это весело. Да нахавай. Я так я. Не ваха будет. Ой, махтал, да. 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 Спасибо, ребятам, за мясо. На индюшку какую-то похоже. Как тебе такая? На хищницу, да, смотри, у нее лапы тоже, ну, как у орла. утепленные, да? Да. Прикольно. Ну, Вот. даже сейчас у тебя дело сильная. Весит она много. А? Сколько-то весит живот. Она тяжелый. съедобная, да? Конечно. А что, так надо вот? Да. В чем прикол? Не знаю, ну так лежал, я положил так. Ага. Ну вот, друзья, вот такая сегодня у нас рыбалка. Думаю, было интересно. Вот. Так что на этом мы заканчиваем наш сегодняшний сюжет. Спасибо ребятам за то, что нам разрешили поприсутствовать на рыбалке длинными удочками, так скажем. Мы сейчас поедем собирать наши удочки, наверное. Сядем и попробуем половить пелеть. Но это уже совсем другая история, друзья. Совершенно другая серия. Напоминаю, у меня в гостях Данил из города Мытищи, Московской области. Любимая, малой, я скоро приеду. Он очень скучает по своим родным, поэтому всем спасибо, друзья. Всем пока.